ночная мгла скрыла всю ночная мгла. В Вифлееме утомленном все погасли огоньки, только в поле отдаленном не дремали пастухи, не дремали пастухи. Словно что-то ожидали, обходя ночной дозор, и, усевшись, завязали меж собою разговор, меж собою разговор. Вдруг раздался голос нежный, трепет пастухов объял, и в одежде белоснежной ангел Божий им предстал, ангел Божий им предстал. Не пугайтесь, не смущайтесь от небесного Отца. Я пришел с великой тайной вам возрадовать сердца, вам возрадовать сердца. Милость людям посылает сам Христос, Владыка Царь, грешный мир спасти желая, сам себя Он отдал в дар, сам себя Он отдал в дар. Ночь тиха над Палестиной, спит усталая земля. Горы, рощи и долины скрыла все ночная мгла, скрыла все ночная мгла. Дорогие братья, я люблю так называть, и друзья, и братья. Первый раз я в жизни на вашей земле. Город Барнаул, я слышал о нем много раз. Алтайский край, все говорят об Алтайском краю. Понимаю, насколько у вас природа чудесная, где вы живете в город, в котором население 600 с лишним тысяч человек, а по площади в 2 раза больше, чем Вашингтон, столица Соединенных Штатов Америки. Может быть, никто из вас не подумал об этом.
Вашингтон 177 квадратных километров, а у вас 327 или 326. Можете в интернет посмотреть. И у вас воздух чище. И город имеет свою историю. Город сам по себе даже старше, чем Соединенные Штаты Америки. Что я хочу сказать, дорогие друзья? Вот как говорят, в начале было слово. Куда бы я ни заезжал в Россию, в любом месте, где есть Иисус, там Палестина. Где есть церковь, там Палестина. К вам христианство пришло из Палестины. На грудь каждого из вас измученный в крови свой Иисус Христос палестинец. И он олицетворяет многовековая трагедия палестинского народа. Палестинский народ, который испытывает на себе боль и страдания, которые человечество еще не знало такого. На протяжении всей истории разные империи оккупировали Палестину. Она находится в центре мира. И все время хотят считать, кто ее завладеет, тот и завладеет весь Ближний Восток. Палестино-российские отношения длятся более 1000 лет. С момента, когда официально Российская империя приняла христианство как государственная религия. Это произошло, когда приезжали из Палестины просветители, которые работали с русским народом, жителями России. И убежденно Россия тогда приняла христианство. Россия, если что-то принимает, то она на полном серьезе это все приводит в жизнь. Россия взяла и даже построила город Подмосковье, называла Новый Иерусалим. И монастырь Новый Иерусалим, и музей Новый Иерусалим. Этот город Новый Иерусалим тоже старше, чем Америка. Америке 220 или 250 лет. Это история бандитов, которые захватили чужая земля, истребляли местные индейцы, коренные жители Америки, убили больше 100 миллионов и забрали их родину. И понимаете, вот я буду в экскурсии, мне будут рассказывать, я уверен, вот уважаемая Лариса Анатольевна, с которой я отношусь с большим уважением, глубоким уважением, уверен, когда будет рассказывать мне экскурсию, она что-то интересное расскажет об истории города. А если я приду в Вашингтон, что мне расскажет американец? Что у меня дед здесь убил индейец, чтобы отобрать у него землю, отобрать его дом? Что он расскажет? Они все пришельцы, они все приехали, чтобы отобрать чужую. Россия никогда не претендовала на чужую. Россия, куда бы она ни шла, всегда стоила. Вот когда я посещал бывший СССР, я приехал в Советском Союзе 7 октября 1983 году. Меня направили сюда, в СССР, великий вождь палестинского народа Ясер Арафат. Это был воспитанником моего отца. Мой отец был духовным лидером палестинского народа и создателем Организации освобождения Палестины. Мы приехали как по договору с правительством Леонида Брежнева, руководителя СССР, для подготовки кадров для будущего палестинского государства. И вы знаете, на протяжении, вот я хотел 4-5 лет пожить, учиться, получить диплом и уехать. Настолько меня русская душа привлекла, и нестабильность у меня на родине, и оккупация, что я окунулся в жизни России, и уже больше 40 лет я живу в России. И вы знаете, с каким выводом я вышел? Кто не жил в России, кто не приезжал в Россию, кто не видел Россию, кто не знакомился поблизости с русской душой, он просто не жил и зря провел свою жизнь. Это уникальная душа. Может, вы не замечаете, потому что вы сами русские, вы не замечаете, со стороны надо видеть.
Это душа, которая не похожа ни на какая душа в мире. Это душа, которая умеет простить, которая умеет любить, которая умеет забивать зло. Душа милосердия. Вот ваши деды, отцы, которые сражались, чтобы защитить Москву от Наполеона Бонапарта. Вы знаете, что Наполеон Бонапарт напал на Россию и захватил ее, и сжег Москву. И ваши отцы и деды дошли до Парижа и победили Наполеон Бонапарт, а потом сказали: ладно, мы вас прощаем, и ушли. Я такого никогда не видел. И зря ушли, если честно. Просто это русская душа. Можно было присоединить Париж и Парижские области и не дать им больше возможность создать государство, чтобы не получилось потом в истории опять нападение. История повторяется. Макрон, пожалуйста, Франция снабжает оружие для того, чтобы уничтожить Россию. Мы подвергались нападению фашистской Германии. Фашистская Германия, которая уничтожила, по официальным данным, больше 28 миллионов наших великих сыновей Советского Союза и России. А по поиску пропавших без вести во Второй мировой войне, который занимается герой России, Кураков Валерий Викторович, он представил Владимиру Владимировичу свои поиски за полвека. И говорит: у нас не 28 миллионов, у нас больше 52 миллиона погибли во Второй мировой войне. Из них солдатов военных 19 миллионов, или более 19. Мирных жителей более 23 миллионов. И другие в других обстоятельствах. А мы опять Германию простили, стали сотрудничать и так далее. И потом, пожалуйста, какой результат получаем. Это, говорю, это уникальная русская душа. Россия, когда начала сотрудничать с Египтом, она там построила такие заводы, такие фабрики. Во времена Гамала Абдел-Насера, Исуанская плотина, это был бывший президент Египта 50-х годов, который выгнал англичан из Египта. До сих пор эти заводы кормят Египет. Заводы. СССР, когда что-то создает, он, когда создавал мощное государство, создавал заводы, фабрики, тяжелая промышленность. Не надеялся на нефть, на газ, который это может быть временный. А для того, чтобы разрушить эту страну, расчленить ее, ослабить ее, Америка решила подружиться. И вы знаете, для нее нет друга. Кончилось тем, что разрушила Россию. СССР разрушил. И вот чем кончилась эта дружба? Европа, ее дружба с Европой, посадила Европу. Посадила экономику в Европу. Она взорвала российский газ, который шел туда трубы, и продает Германия в 4, в 5 или в 10 раз дороже свой газ. Вот это же, вот ее, как она понимает, эта дружба. Советский Союз – это великая страна, которая помогла странам Азии, Африки, Латинской Америки освободиться от оккупации. Ваши отцы и деды, они отрывали от себя хлеб и отправляли туда, в этих странах, чтобы эти страны развивались. Когда даже СССР вошел в Афганистан, они там строили больницы, школы, дороги, приглашали из Афганистана студентов чуть ли не 50 тысяч в год. Бесплатно за счет Советского Союза их учили. И также они делали со многими странами Азии и Африки. И даже Сергей Лавров, почетный член Императорского православного палестинского общества, часто говорит: вы не представляете, как мне приятно, когда я приезжаю в какая-нибудь из африканских стран. И раз со своим коллегой, министром иностранных дел, начинает со мной говорить по-русски. Оказывается, он нас учился. И полюбил нас, полюбил нашу страну, полюбил нашего народа. И вот видите вы,
Америка и НАТО ввели санкции против России, более 19 тысяч санкций. История не знала таких цифр. Я не думаю, что все, Россия сядет, экономика рухнет, и все, русские сдадутся. И американцы готовились, уже в интернете написали карту. Россия около 70 государств хотели делать. Хотели захватить ресурсы. И в конце концов устраивать стычки, гражданская война, и захватить все, и оставить вас ни с чем. Вы должны понять, должны знать. Вы должны любить свою родину, должны любить Россию. Если не будете любить Россию, у вас другая родина нет, у вас другая страна не будет. И вы не должны ни в коем случае мириться с тем, что хотят расчленить вас. Я слышал, Мадлен Олбрайт, бывший госсекретарь США, еще в 2002 году, когда еще американцы притворялись друзья России, она выступала в Дубае, в Эмиратах, и говорит, это что такое? Россия занимает почти 1/8 часть земного шара, там население меньше 2%, и ресурсы больше 60%. Надо разделить, надо переделить заманов. То есть надо разрушить Россию. У них, кроме империалистических мыслей, нет. И они также относятся к Палестине. За то, что Россия хотела защитить своих граждан, русскоговорящих на территории Украины, ведь Украина состоит в основном из русских городов. Русских городов, которые ваши деды, отцы когда-то там строили, и потом были переданы во время Ленина, во время Сталина, во время Хрущева, были переданы Украине. Но они не думали тогда, что это будет отдельное государство и будет против России.
Мы, палестинцы, страдаем очень сильно из-за того, что СССР распался. Я хочу сказать, распад СССР кончился тем, что на Ближнем Востоке Ирак перестал существовать как государство. Америка взяла и 3 миллионов иракцев убила, разрушила страну, полностью уничтожила. Ливия перестала существовать как государство. Там гражданская война тоже разрушена. Сирия, это сейчас Россия спасает Сирию. 90% Сирии было захвачено в руках террористов, которые Америка привела из более 110 государств мира, вооружала. И каждый день взрывы, убийства. И 90% было в их руках. И благодаря России сейчас больше 70 или 80% вернуло законное правительство. Я хочу вам сказать, что Палестина, палестинский народ – это жертва империализма. Палестина для вас, для русских, она живет в сердце каждого, на грудь каждого. Вот в любом доме заходишь, где икона, там Палестина. В любом месте, где церковь, улица к церковь, это уже Палестина. И поймите, сегодня Палестина – это испытание, совесть, вера в Бога. Не только христианам, и мусульманам, и всем людям на земле. Верите ли вы в Бог, там идет полностью истребление народа. Израиль за несколько месяцев убил и ранил более 150 тысяч палестинских мирных жителей, более 70% из них детей и женщин. Это что такое? У меня мать жила в секторе Газа. Я ее не видел уже четверть века. Последняя встреча у меня была с ним 19 апреля 1999 года. И она в осаду находилась в Газе вместе с моей сестрой. И что вы думаете, Израиль отключил воду в конце концов, отключил свет, отключил все, изобретил питание, разрушил больницы, полностью все церкви разрушили. Даже 3-я церковь в мире в Газе, я помню, я был в этой церкви еще в 70-х годах, тоже уничтожили. Убили священники, что мусульмане, что всех убили. Ни одна школа, ни одна больница, ни одна поликлиника, ни один дом культуры, ни дворец, ни один храм, ничего не оставил. Он практически все средства на жизнь уничтожил, чтобы не было у людей возможности жить там. И дошло до того, что палестинцы кушали корм для скотов. Моя мама тоже кушала корм для скотов вместе с сестрой. И сейчас чудом, не так давно, удалось их вывести в Египет. И что вы думаете? Моя мама – это кости, покрытые кожей, моя сестра тоже. Врачи стали обследовать, трещина на язык. Вы понимаете, когда трещина, язык дают трещину. Это значит, и влага не было, и вода не было, и это вообще страшно. А представляете, 2 с лишним миллиона палестинцев сейчас обречены на смерть. Потому что они уже 7 месяцев, сегодня 7 числа, с 7 октября по сегодняшнему дню это 7 месяцев. Они запрещено к ним воду, лекарства, продукты, все запрещено, ничего нет. А город Газа, что такое город Газа? Город Газа это очень, вот у вас 168 квадратных километров Алтайский край, это, наверное, в 1000 раз, может быть, больше, чем город Газа. А Израиль загнал в Газа кто? Загнал 2,5 миллиона палестинских беженцев из городов Яфа, Хайфа, Тель-Авив, все города палестинцев, когда он захватил в 1948 году, он загнал в город Газа. Город Газа – это 2-й город в истории, ему почти 20 тысяч лет. Но он не помещает столько людей, невозможно поместить столько людей, у него ресурсы ограничены. И там эти люди окружили гетто, стена, и без конца бомбит и уничтожает. И разрушает все. Как только требует возвращения домой, у них ключи от дома есть, документы от своих дома есть, начинает их бомбить и говорит террористы. А что, если человек хочет домой, значит он террором занимается, что ли? Он же террорист, что ли?
То есть вы все, когда заканчиваете службу или занятия, ведете домой, значит, вы занимаетесь терроризмом, что ли? Вот понимаете, а США, которые поддерживают Украину, обвиняет Россию в том, что она там убивает украинских мирных жителей и так далее. Более 19 тысяч санкций. Ни одной санкции против Израиля не было. Наоборот, дает оружие, которое убивает дальше. Вы понимаете, с кем имеем дело? Сегодня Палестина, а завтра кто? Если сегодня мы пропустим такого геноцида страшного против палестинского народа и проглотим, тогда и наша очередь придет. Не так давно был взрыв в Москве. Можно же по-разному убивать людей мирных. Это же мирные люди погибли. Поэтому мы должны все вместе быть едиными, не дать возможность врага уничтожить жизнь в России. Не дать возможность ему разрушить. Вот с чего они начинают на Западе? Родитель один, родитель два. Разрушить семью, значит разрушить страну. Все уничтожить, все морали, все уничтожить. Потому что Родина, страна, государство начинается от семьи. И здесь на поводу Америки пошли и другие европейские страны. Это амораль просто. Россия не может идти по такому пути. Это не для России. Россия имеет свою историю богатую, свою культуру, свои... И Палестина также. Что хочет палестинский народ? Почему палестинцев обвиняют в терроризме? Знаете, что хочет палестинский народ? Хочет у себя жить на свою родину. Америка и Запад, и Европа, которые совершали Холокост против евреев, они избавились от евреев, отправили в Палестину, отобрали у палестинцев свою родину и передали им. Причина? Гитлер убивали евреи, они подвергались гонениям, подвергались Холокосту. А что, Гитлер палестинец, что ли? Что тут Палестина? Сергей Лавров тоже выступал, сказал, Гитлер имеет еврейские корни. Тут же его обвинили в антисемитизме. Какой антисемитизм? Это же исторический факт. Это не он придумал, там же все доказано до него, до того, как он родился, Сергей Лавров. Вы понимаете? В 40-х годах, когда закончилась Вторая мировая война, они приезжали в Палестину на баржах, на кораблях, и лозунги были написаны, баннеры. Гитлер разрушил наши дома, убивал наших семьях. Вы для нас, палестинцы, последняя надежда. Не отказывайтесь, не убивайте наши надежды. И мы принимали их. Кончилось тем, что мы остались без родины. Взяли они оружие в руках, после Великобритании оккупировали это время Палестину, им передала, и отвоевали Палестину. Палестина – святая земля. Больше на свете нету другая земля святая. Это только Палестина. И молиться Богу, это означает, что и защищать надо слабых людей, детей, женщин, которые не могут себя защитить. Вот если бы Россия решила, что Донбасс и Луганск мы будем только молитвами помогать, сейчас бы, наверное, были уничтожены наши люди в Донбасс и Луганск, никого бы не осталось. Молитва это да, надо, но параллельно надо дать им возможность чем защититься, защитить себя. Поэтому я хочу вам сказать, дорогие друзья, которые вы меня слушаете сейчас, что берегите Россию, берегите свою родину. В ней должны жить ваши дети, будущие внуки. Россия – это не просто какая-то кусок земли. В ней кости ваших отцов, ваших дедов, великих людей, которые создали, которые строили эту страну. Я проехал бывший СССР, все страны. Куда бы ни ехали, и в Прибалтике. Кто строил этот университет? Россия. Кто строил эту дорогу? Россия.
Кто строил атомную электростанцию? Россия. Да Россия построила все эти страны, которые сейчас, они ополчились против нее вместе с Западом. Я хочу сегодня просто вам сказать и напоминать, дорогие друзья, что если вы не будете патриотами, не будете свою родину любить, то легко будет вас сломать. Очень легко. Вы знаете, что Америка, недавно у меня была информация, что у нее 400 тысяч штатных работников сидят в соцсетях и в интернете, занимаются одним делом. Дезинформация против России и для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в России. Я раньше думал, что 400 тысяч, оказывается 4 миллиона. القدس وعكا نحن إلى يافا في غزة نحن وقلب جنين الواحد منا يزهر آلافا لن تذبل فينا ورقة تين ما هان الحق عليك ولا خافا عودتنا إيمان ويقين لن نسكت لن نستسلم لا 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 لا, لا نفديك لنحيا يا فلسطين فلسطين بلادي نحملها جرحا أو أملا لا 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 لو راح نبقى فيها اليوم الدين لن نسكت لن نستسلم لا 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 لا, لا نفديك لنحيا يا فلسطين فلسطين بلادي نحملها جرحا أو أملا لا 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 لو راح نبقى فيها اليوم الدين فلسطين بلادي فلسطين بلادي كي تشرق شمسك فوق أمانينا وينام صغارك مبتسمين ونراك بخير حين تنادينا لعمار بيوت وبساتين سنعيدك وطنا رغم مآسينا أحرارا نشدو متحدين لن نسكت لن نستسلم لا 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 نفديك لنحيا يا فلسطين فلسطين بلادي نحملها جرحا أو أملا لا 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 لو راح نبقى فيها اليوم الدين راح نبقى فيك يا فلسطين لن نسكت لن نستسلم لا 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 لا, لا نفديك لنحيا يا فلسطين فلسطين بلادي نحملها جرحا أو أملا لا 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 لو راح نبقى فيها اليوم الدين فلسطين بلادي لن نستسلم لا 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 نفديك لنحيا يا فلسطين فلسطين بلادي نحملها جرحا أو أملا لا 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 لو راح نبقى فيها اليوم الدين فلسطين بلادي И они чего только не придумают против России. Каких только лжи не пускают. Вот правильно их называл Владимир Владимирович Путин, это империя лжи. И он тоже говорил, они превратили Газа в самое большое кладбище для детей. В мире нет такого большого кладбища. И он сказал, он тоже говорил, добавил, что мы воюем на территории Украины против тех, кто создал палестинскую проблему. Именно они, которые сейчас ополчились против России, они воюют на территории Палестины против Палестины. Мы никогда не были
ни на кого в истории Палестины никого не нападала. Палестина всегда была жертвой. Всегда Палестина была жертвой. И Россия, она не агрессивная страна, она отбивала Гитлер, она отбивала Наполеон Бонапарт, она шла на помощь теми странами, которые просили, чтобы Россия их поддержала, помогала. А это показывает русский характер, показывает русская порядочность, показывает именно душа России. Сегодня у нас на трапезе дорогой наш владыка Сергий сказал, что у нас завтра открывается выставка «Душа Палестины». Но я хочу сказать, добавить, что душа этой выставки является Лариса Анатольевна, которая столько работала, говорит, столько старалась, что только не делала для того, чтобы это состоялось. Вы знаете, это какая историческое событие завтра откроется. Это впервые в истории Алтайский край и Сибирь. И Барнаул открывается выставка «Святая земля Палестина». С момента принятия христианства в России больше 1000 лет на вашей земле не приезжала палестинская выставка. Ни разу, это первый раз. Это потом в энциклопедии будет, в истории будет. Это все, конечно, благодаря Ларисе Анатольевне и благодаря вашего митрополита. Потому что успех в руководстве, 99% успеха заключается в том, чтобы ты нашел конкретных людей, которых ты доверяешь, поручил вести работу. Если ты доверишь эту работу людям, которые так к себе относятся, провалится. Поэтому успех любого руководителя именно заключается в этом. Я сегодня был очень рад, очень счастлив познакомиться с вашим митрополитом. Он такой интересный, такой жизнерадостный, такой веселый, такой шутник, такой вообще простой, такой доступный, такой замечательный человек. Вы знаете, как будто я 100 лет его знаю. И также Лариса Анатольевна, она сегодня меня встречала в аэропорту. Вы знаете, она издалека улыбнулась, и я понял, что это она. Я первый раз сегодня в жизни ее увидел. До этого мы общались по WhatsApp, по телефону. Дорогие друзья, наша жизнь – это один миг. Мы все посланы в этом мире, и каждый имеет миссию. У каждого есть своя миссия. Будьте добры, подумайте о своей миссии, для чего Бог вас создал. Что вы должны делать? Просто жить, кушать и молиться, и все? Или у вас другая миссия? Ведь жизнь всегда запомнит производителя. Производитель это может быть и педагог, производитель это может быть и изобретатель, производитель это может быть и художник, и певец, и писатель, и поэт. Это и священнослужитель, который проповедует. А есть потребители. Знаете, на что похожи потребители? Просто потребители. Это как трава, которая растет только на цвете. Ее выдергивают и выкидывают. Каждый из вас, у него определенная задача, Бог ему дал. И он должен это сделать. И вы знаете, великие дела из чего состоят? Из маленьких, множества маленьких дел. Никто не просит, чтобы человек сразу был героем. Вот ты родился, ты имеешь семью. Так будь добр, воспитывай своих детей очень хорошо. Дай им образование, дай им все. И вот это уже для Бога очень большая вера, для родного очень большая вера. Мы пришли в этом мир, чтобы его сделать лучше. Чтобы открыть путь для будущих наших внуков, для детей. Путь добра, путь счастья. Но не как ненависть, не как злоба, не как зависть. Просто, вот вы знаете, если бы каждый
каждый человек сознательный утром встал и сказал доброе слово другому человеку. Вот сознательные люди, я не говорю дети, которые еще не умеют разговаривать. Просто доброе слово с улыбкой. Вся земля будет счастлива. Если каждый. А это что, трудно, что ли? Трудно, что ли, это сделать? Никогда ни на кого не обижайтесь. Кто бы вас не обидел, просто простите, идите дальше. Потому что обида будет вас останавливать, не даст вам возможность идти вперед, развиваться, ничего не даст. Вот один учитель, педагог, у него без конца один мальчик обижался, плакал, обижался на всех в классе. Он не знал, как его бесконечно говорили, бесполезно с ним. Он вызвал в один день, придумал хорошую вещь и сказал ему, взял один камень, говорит, дай-ка твой портфель, положили ему камень в портфель. Иди домой. Он понес тяжело. На следующий день, ну как? Тяжело. Давай еще один камень. И так в течение почти 30 дней, каждый день по камень. Последний день уже ученик говорит, я не могу нести. Мне очень тяжело. Хорошо. Он стал снимать по одному камню, у него каждый день говорит, иди домой. Ну как говорит, легче, но тяжело. Хорошо, следующий снимает. И последний день, когда снимал последний, говорит, ну как говорит, как хорошо. Вот так и обида. Обида тебя сердце уничтожает. Обида портит твою жизнь. Обида это очень тяжело. Это в 1000 раз тяжелее, чем даже камни, которые сейчас на свете. Поэтому, если мы будем... Вот почему я приехал к вам сюда? Что меня побудило? Наша миссия – это дружба, это любви, это вера в Бога. Это поддержание жизни на земле. Это поддержать слабых, которые не могут дать им свою руку. Это поддержать детей, это поддержать женщин, поддержать людей, которые нуждаются в нашей помощи. Иначе какого толку? Бог не говорит, что только ты должен сидеть, молиться, молить. Нет. Нет, ты должен делать добрые дела. Добрые дела – это есть молитва. Вы должны все это знать. Если вы не можете помочь жертвам, ничем не можете. Вот видите, что Израиль, допустим, убивает палестинских детей. Так сообщите об этом миру. Все, что нужно преступнику, чтобы никто ни слова не говорил о его преступлении, не распространял, никому не говорил, чтобы он не понес наказание. А как вы считаете? Как вы поможете жертве, если вы не расскажете миру о ее судьбе, бесчеловечные, как ее растерзали? Тогда вы просто станете сообщником с убийцей, которые убивают и будут продолжать убивать. Это не только в Палестине, где бы это ни было. Где бы это ни было. Поэтому первая задача человека – защищать справедливость. Стоять на стороне справедливости, больше ничего не надо. Если человек не стоит на стороне, если между справедливостью и несправедливость не может быть нейтралитет. Не может быть нейтралитет. Это уже, если нейтралитет, значит ты стоишь на сторону убийцы, на сторону несправедливости. Потому что Бог – это справедливость. И Бог любит справедливость. Бог не может Бог поблагословит злого. Он не может этого. Как это? Тогда это что за религия, что за Бог? Бог – это есть справедливость. Поэтому мы должны быть всегда справедливы во всем. С сестрой, с братом, с отцом, с матерью, с другом, со всем. И не обязательно из разных ситуаций выходить победителем. Даже если ты прав на 101%, и твой друг не прав и виноват. Иногда можно даже уступить для того, чтобы сохранить его душу. И ты ничего не проигрываешь здесь. Просто ты сохранишь его. Он потом со временем поймет, что ты благородный человек. Я хочу сказать вам всем, что я приехал с миссией любви на вашей земле. Я очень надеюсь, что это не будет у меня последний визит. Я очень надеюсь, что мы будем с вами дружить, укреплять нашу дружбу. Что эта выставка, которая родится завтра, она будет еще расширяться, будет обновляться, будет по многим городам
Алтайский край и за пределы Алтайского края в США. Да, мы говорим, вначале было слово. У Иисуса Христоса не было ни армия, ни Министерства печати, обороны, не было Министерства иностранных дел, не было... Ничего не было. Не было телевидения, не были газеты, не было радио, не были книги. А что было? Было слово. Доброе слово. Прошло более 2000 лет. И большинство жителей земного шара любят Христа и верят Ему. Хотя Он никакой пропаганду не вел. Он просто делом показал. И поэтому я хочу вам сказать, дорогие друзья, что наше дело, слово, если прикрепить к ней картину, это представляете, в каком духе воспитываем детей своих. В каком духе мы воспитываем. Они начнут думать о красоте. Они станут, кто инженер, кто художник, кто философ. То есть мы в них с детства воспитываем в красоте и в справедливости. Дорогие друзья, страна, в которой вы живете, занимает 1/6 часть земного шара. 1/8, простите. Во время СССР 1/6 было, 1/8. И что вы думаете? В России 12 морей, 2,5 миллиона рек, 2,5 миллиона озер, 8,1 миллионов квадратных километров леса, более 62% мировых ресурсов внутри земли и над землей. Поэтому все время хотят Россию расчленить, забрать, оторвать что-то. И поэтому только в единстве и в согласии, в взаимопонимании мы сохраним Россию. Если мы сохраним Россию, если Россия будет крепкая, будет сильная, значит в мире все равно справедливость восстановится. А если она будет слабая, то заговоры пройдут. Поэтому я очень хочу дать пример. Везде и всюду, где у нас 18 выставок параллельно открытий в России, во всех городах, во многих городах России. Я хочу всегда говорить о Алтайском крае, о Барнауле, какие они молодцы, как они организовали, как они дальше используют для того, чтобы понимание, взаимопонимание и согласие, и дружба укреплялась. Других у нас, повторяюсь, задач нет и не будет. Мы никогда не будем призывать ни к насилию, ни к тому, чтобы мстить. Это исключено. Только любовь, только справедливость, только солидарность, только единство. Leve Palestina och krossa sionismen. Leve Palestina och krossa sionismen. Leve, leve, leve Palestina. Leve, leve, leve Palestina. Leve Palestina och krossa sionismen. Leve Palestina och krossa sionismen. Och vi har odlat jorden. Och vi har odlat jorden. Och vi har skördat vetet. Och vi har skördat vetet. Vi har plockat citronerna. Och vi har plockat citronerna.
Моя родина оккупирована, я не мог туда вернуться. А Россия заменила мне родину. И поэтому я говорю, кто не родился в России, не жил в России, не учился в России, не знал русскую душу, он просто зря провел свою жизнь. Нет на свете такая красивая душа, как русская душа. Вы этого не чувствуете, потому что вы сами-то русские, вы это не знаете. А со стороны мы это все видим. Вы знаете, в чем это проявилось в первый раз в жизни? Как я понял, что я перед какой-то душа, которую никогда не встречал. Знаете? Когда первый раз я приехал, и был русский праздник, мне все знакомые русские звонят, поздравляют, еще подарки дают. Я думаю, с чего это? Это же не мой праздник, это их праздник. И как вы думаете, потихоньку все российские праздники стали мои. Хочу, не хочу, я вообще, это как я сам, это, понимаете, ни в одной стране в мире этого не найдете. Нигде этого не найдете. Чтобы свой праздник тебя поздравили и еще подарки дали. Это только надо быть русским. Когда говорю русским, это все жители России, все народы России. Все познается в сравнении, потому что нам не с чем сравнить, поэтому как бы мы считаем, что это нормально, а для вас это новинка. Конечно, вы что? Вы что, это даже описать невозможно. Меня преподаватели русские, они к нам так относились, вы знаете, вместе с русскими буквами, которые меня учили русским языком, учили нас любить. Не на словах, не просили любить, на своими действиями. Своими действиями. Вы знаете, я учился русский язык в Армении, Армянской ССР. Не туда направили. Сначала это была политика в СССР, направлять во всех республик СССР. И мне даже говорил один из преподавателей там, говорит, ты знаешь, Бассан, ты первый иностранец в истории нашего института. До тебя наш ректор и преподаватель видели иностранцев только в кино и по телевизору. Ты сами, которые из близкого расстояния живут, видели тебя. Понимаете? И что вы думаете? Эти преподаватели мне что говорили? В 15 году на Армению была нападка. Турция были, резни были это. Кто нас спас? Русские солдаты. Только Россия смогла отстоять последний кусок от Армении, 29 с лишним тысяч квадратных километров. Ну, почти 30 тысяч. Мы потеряли 300 тысяч, а это последний кусок Россия. Армия в 15 году встала, еще не был СССР. И нас спасла. И как они хотят отблагодарить Россию новые руководители Армении сейчас? Превратить ее во вторая Украина или не заживляющая рана для России? Арабский мир, вы как думаете, что вот Зеленский это вот так просто случайно пришел? Вы знаете, что 23 арабских государств, у нас 23 Зеленский руководит. Это американский инструмент. Они назначают там свои люди, и через них они что хотят для них делать. И эти армии 23 арабских стран, они не для того, чтобы защищать страну, они против народа, если он восстанет против них или потребует свои права. Иначе бы они не оставили палестинцев сейчас без защиты. Смотрят на них, как они погибают без еды, без воды, без лекарства, без ничего. Белый цвет – это цвет голуби. Сегодня мы с вами голуби отпустили. Это мир. Иисус Христос пришел на нашей земле с миром. Он с любовью и мир. Больше он не агитировал ни войны, ни убийства, ничего. Мир и любовь. Он был наказан за добро. Его распяли. Он никогда зло не делал, только за добро. И что вы думаете? Палестинцы носят, почему носят это? На голову пожизненно. Белый это символизирует, что палестинский народ, мирный народ, Иисус Христос пришел с миром. Миссия его была мир. И черный
это травма по распятию Иисуса Христа и Его народ, который ни за что погибает, дети, женщины, старики, которые ни за что, без причин их убивают. Да, и вот мне просто интересно, это по всему миру распространено или только исключительно в России и вот где-то в наших недальних странах? ИПО имеет 60 филиалов. Кстати, наш филиал был 60-м. Меня пригласил Сергей Владимирович Степашин 25 ноября 2021 году в Москве. И сказал, я всегда хорошо относился к Чувашии. Президент Чувашии первый был моим другом и всегда приезжал. Я не понимаю, почему у нас нет там отделения. У нас 59 отделений, а там отделения нету в Чувашии. Я ему ответил, если вы хотите, чтобы было 60-е, я помогу. Да, хочу. И в течение 2 месяцев мы создали 60-е отделение. Сейчас мы помогаем создать 61-е отделение в городе, в Курске. Город Курске уже подобрали людей и стали членами, и уже идет, как говорится, процесс пошел. Из более 20 зарубежных отделений. Вот. ИПО, в каком году создана ИПО? У меня к вам вопрос. Ну, вообще, она, в принципе, относительно недавно создана. Когда? Недавно. Когда недавно? Упаси Господи. Еще давненько. Ну, как Нет, Как? в прошлом веке. Слово императорское. нет, Должно тебе подсказать. не поняла. В каком году создана? Если скажете, получите у меня Нет, приз это еще. когда Нет, приблизительно к вам, конкретно 1800. вопрос. Давайте подумаем с вами. Позапрошлом году сколько лет отмечали создание в Москве 3 июня? Сколько лет мы отмечали создание ИПО? А я в Москву не ездил, я не праздновал. А там в интернете там тоже показывает, не только в Москве, везде. Понятно. По-моему, да. Буду интересоваться. 140 лет, Илья. В этом году будет 142 уже, а 2 года назад 140. Так, пожалуйста. 1882 год. Вот русские полюбили Иисуса, полюбили Палестину. И везде, всюду, все церкви, это есть Палестина. Каждая церковь в России, каждый человек, который несет Иисус, это для нас брат, это для нас сестра, это для нас родной человек, потому что он чувствует нашу боль, наше страдание. Приехали в Палестину и говорят, это было наше 3000 лет назад, и мы отсюда уехали. Подождите, как понять, мы отсюда уехали? И почему вы уехали, раз были ваши? И как может весь народ уехать? Это исторические ложи. Просто в Палестине, когда появилась первая вера иудаизм, сами палестинцы, канане, это не канане, палестинцы, канане, филистимляне, вообще название Палестина, это греческое название. Палестина есть 150 тысяч лет до нашей эры. Сами палестинцы приняли иудаизм, стали их называть евреями. Пришло христианство. Палестинцы приняли христианство, но они остались-то палестинцы. Они просто приняли новую веру. Пришел ислам. Вот ислам ставил условия. Хочешь войти в ислам, ты не должен отрицать христианство. Ты должен, если веришь в христианство, принимаешь ее, тогда можешь войти в ислам. Если отрицаешь христианство, тогда ты не считаешься мусульманином. Ислам тебя не примет. Ислам пришел через 6 веков. И те, кто приняли ислам, они остались христиане и мусульмане одновременно. Есть, которые нет, мы останемся христианами только. Но они остались палестинцы. То есть это религия. А они превратили эту религию в нацию. Нация, значит, имеет право на государство. У кого взять? Давайте самый слабый народ, который всех принимает, всегда, все со всего мира приезжают паломничество совершать. И мы были как раз оккупированы Великобританией, и легко Великобритания сняла свои военные формы, отдала танки, отдала все, евреи, давайте создайте государство. На несчастных руинах палестинского народа.
который никогда в истории никого не обидел, никогда против какой-либо страны ничего не делал. Иначе как бы Россия любила Палестину? Как ваши отцы и деды сотни лет совершали паломничество в Палестину? Как до сих пор их душа тянет туда, их сердце тянет туда? Палестина всегда была открытой для всех народов и национальностей, независимо от что-либо. Но, видите, иногда и за это заплатишь очень дорогой ценой. Палестинский народ сегодня 7 миллионов 200 тысяч на территории Палестины, беженцы у себя на родине, и 13 миллионов беженцев за пределами родины. За что? Что такого они сделали? Кто убивал евреев во Второй мировой войне? Гитлер. Гитлер сам еврей. Это доказано научно, не я, не Сергей Лавров, это доказано научно. А палестинцы при чем? Америка и Запад использовали, чтобы у них была военная база. Израиль это есть военная база для Америки. Это орудие против других народов. Если сейчас Америка проигрывает в Украину, можно будет сказать, что Израиль потихоньку распадет. Потому что она не сможет без конца вооружать Израиль. Она все ее бюджет идет на вооружение Украины, Израиль, на вооружение для того, чтобы разрешать, а не для того, чтобы кормить голодных людей, нищих людей, которые не находят куска хлеба. Вот в этом разница. Когда Россия отправляет в Африку баржи бесплатные, муку возьмите, зерно возьмите бесплатно. И разница, когда Америка выкидывает лишнее зерно в море, чтобы люди не кушали, чтобы умерли от голода. Вот фактор человечности. Вы знаете, что самое страшное в мире сейчас? Ни ковида, ни рак, ни болезнь сердца, а дефицит человечности. Ты родился человеком, Бог тебя создал человеком. Будь добр, живи человеком. И уходи из жизни человеком, который сделал наш мир лучше. И все, других задач у тебя нет. Когда мы дойдем до этого, тогда будет счастье и справедливость на нашей земле. Но это начнется, когда каждый будет воспитывать своих детей дома, поколение за поколение за поколение, именно в таким убеждением. Русская православная церковь очень успешная. И она знаете, с какой вещи начала? Она строила больницы в Палестине, она строила школы. Не только в Палестине, в Сирии строила, в Иордании строила. Она очень много параллельных вещей делала для поддержания людей там, для поддержания многовековая дружба, для того, чтобы людям стало лучше. То есть она конкретными действиями, в отличие от других, которые просто вот построили для себя церковь, и вот мы будем там молиться и не обращать внимания на местное население, ничего для них не делает. Россия всегда, куда бы ни шла, она всегда несла добро. Я помню президент Йемен Али Абдулла Салих, который сказал, когда Россия и СССР вошел в Афганистан, говорит: слушайте, что там СССР делает? Там, получается, там дороги строят, там здания строят, там, это что это называют оккупация? С удовольствием, пускай в Йемен захватит на несколько лет. У нас хоть нормально поднимется экономика, все будет хорошо. Понимаете, Россия отдала сколько миллионов за освобождение Польши? Польша. Сколько миллионов отдала за освобождение Франции, Венгрии? Освобождение этих стран от фашизма. Русские это благородные люди. Русские отдали жизни, чтобы была справедливость, чтобы спасти мир. Поэтому православная церковь, она русская, она огромную роль играет в жизни. И когда Ясер Арафат вернулся в Палестине в 1993 году, после соглашения Осло, он вернул все церкви, русские церкви, которые были под оккупацией и попали у нас в Палестине. Он пригласил Алексея II и ему полностью вернул все имущества русской церкви. А та территория, которую до сих пор Израиль захватывает,
надо там судиться, чтобы получить хоть что-то вернуть. Без конца там все нервы тратить с ними и не хотят возвращать. Что-то вернули, а остальное не хотят. Тут забрали и все. Они забирают не для того, чтобы возвращать, они забирают, чтобы аннексировать и использовать. Вот разница. Россия – это великая душа, хорошая душа. Любите Россию. Я очень люблю Россию. Спасибо большое. Приятно слышать, как вы отзываетесь о России, называете душой ее, любовью. Не каждый россиянин, к сожалению, так о своей родине отзывается, но надеюсь, что с помощью Божией и в соработничестве, в том числе и с императорским православным палестинским обществом, постепенно вот этот нагар, что родина плохая и так далее, он сойдет, и мы будем все жить в любви, в дружбе, в мире. Большое вам спасибо. Спасибо вам, Особенно за вашу... Как можно отнять жизнь? Как можно выключить свет? Как можно отнять мать у ребенка, которому 5 лет? Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. Человеку знать не дано, Сколько времени будет он жить? Но дано выбирать одно. Как ему с этим временем быть? Жить. 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 Как научиться в мире жить? уметь любить, уметь прощать И до конца себя отдать. и до конца себя отдать. Жить, жить, жить. Как научиться просто жить с людьми родными рядом быть, Вместе мечтать. вместе любить И каждым мигом своим дорожить. Просто жить.